Вопросы поставок медицинских препаратов для льготников обсудили на неделе в Государственном совете Коми. Депутаты намерены обратиться к федеральным властям, чтобы сохранить стабильность, достигнутую в республике. Все детали в материале Ольги Коняевой. В Коми решена проблема с поставками препаратов и медицинских расходников для льготников. С апреля 2022 года поставкой лекарств занимается одно предприятие государственной аптеки Коми. И успешно на весь регион сейчас всего 70 отсроченных рецептов. Хотя еще год назад их было 10 тысяч. Люди месяцами ждали свое лекарство. Многочисленные поставщики с перебоями завозили препараты в регион. Заметна положительная динамика в отсутствии социальной напряженности. Люди спокойны, больные получают свои лекарства, все работает. Но есть некоторые «но». В соответствии с федеральным законом, наш республиканский закон от 21 апреля, его действие заканчивается 1 июля. То есть мы предвидим некие риски, которые могут произойти, если сегодня не будет этого единственного поставщика. Глава республики уже обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой оставить для регионов возможность закупать лекарственные препараты через единого поставщика. Парламентарии региона также намерены обратиться на федеральный уровень. Решение будет принято на сессии 20 апреля. На контроле народных избранников и ситуация с Печорским речным училищем. Свой филиал в Коми федеральный вуз закрывает. Но по поручению Владимира Уйба готовить специалистов речного флота будут в Печорском промышленно-экономическом техникуме. Регион уже выделил более 60 миллионов рублей на ремонт кабинетов, оснащение техникума современным оборудованием. Запущен процесс лицензирования. Процесс перевода студентов, особенно 3-4 курса, организован в те филиалы, которые есть у этого университета в других субъектах Российской Федерации. Несколько первокурсников сейчас уже перевелись к нам на обучение по смежной специальности по электрооборудованию. 59 студентов закончат обучение в июне этого года. Большинство старшекурсников решили перейти в филиалы вуза в других регионах. Остальные переводятся в Печорский техникум. Будет и новый набор – 3 группы по 20 студентов. В регионе востребованы кадры речного флота. В этом плане еще есть социальная миссия – дать ребятам из сел возможность обучиться, получить хорошую профессию и дальше уже трудоустроиться. Да? Очень ценили в свое время дизелисты, мотористы, да, которые учились там. То есть там ряд профессий очень таких востребованных. Студенты будут учиться в помещениях Печорского промышленно-экономического техникума. Они более современные и комфортные. Старое здание речного училища и общежитие передадут летом из федеральной в республиканскую собственность. Имущество давно не обновлялось, нужны вложения. Знаем, что порядка 9 миллионов обходится речному училищу на обслуживание этих зданий. Поэтому как минимум на обслуживание мы уже понимаем цифру. Переход в техникум уже подтвердили 3 педагога. Зарплата, по словам министра образования, будет выше, чем в филиале федерального вуза. Впрочем, и преподаватели техникума, и сотрудники речных предприятий готовы подключиться к обучению студентов.